Приветствую вас, дорогие телезрители! С вами архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. В сегодняшнем выпуске поговорим о визуальной истории. Наш гость, исследователь и архивист Перснако Казиков расскажет о своей работе по поиску и сохранению фотоматериалов Горной Ингушетии конца 19-го, начала 20 века. Увидим башенные комплексы, склепы и храмы такими, какими их запечатлела камера столетия назад. Перснако Джабраилович, приветствую вас. Добрый вечер. Для начала хотелось бы узнать, когда началась основная работа по поиску фотоматериалов и как она проходила. Дело в том, что мы, изучая нашу историю, ингушскую историю, обращаемся в архивы, как известно, в библиотеки, и черпаем информацию, разную информацию. Ну, естественно, что фотографии или рисунки, зарисовки на башенных комплексов Горной Ингушетии следует искать в специализированных учреждениях. Я имею в виду, например, Институт археологии, Институт истории материальной культуры. То есть те учреждения, которые непосредственно занимаются археологическими раскопками, знакомятся, изучают башни, склепы. Логически мы должны были работать с этими учреждениями. Но мы работали, мы находили материал, мы в других наших выпусках об этом говорили. Но оказывается, некоторые материалы могут быть в таких учреждениях, которых как бы ты и не предполагаешь. Вот. И вот в связи с этим мы хотели бы рассказать и показать зрителям некоторые материалы, как раз вот найденные в таких учреждениях, где вроде бы казалось, ну, они не очень-то должны и быть. Один из этих объектов – это Государственный архив литературы и искусства в Санкт-Петербурге. И вот, работая там, в 2015 году мы открыли для нас целое, так сказать, собрание фотографий. Это экспедиция, вот смотрите, вот я покажу Горную Ингушетию, это 1938 год. Экспедицию составили здесь Катонь, Фукин, Сабуров, Уствольская, Ефимович, Страшинский. Эта экспедиция была в 1938 году здесь, в Ингушетии. И не только в Ингушетии, она прошла и другие республики Северного Кавказа. Мы здесь обнаружили очень большое количество фотографий, есть и зарисовки. Следует сказать, что это было открытие, научное открытие. Почему? Потому что до того, как мы обращались вот к этому фонду, вот, данные материалы, они не были ни в каких научных изданиях, о них практически ученые знали, что экспедиция была, но самих материалов никогда не публиковались. И вот мы впервые и обнаружили, это как бы сказать, мы говорим об авторстве самого поиска и самих находок. А позже уже мы часть фотографий из этого собрания мы опубликовали. Почти всю коллекцию мы показывали на выставках, которую мы организовывали с 2015 года. Вот прошло уже 11 лет. Но хотелось бы напомнить о них, показать их. Зрители сами могут посмотреть и увидеть, что зафиксировали исследователи. Это, получается, ранее мусульманское кладбище, да? Да, разные объекты здесь. И здесь и кладбище, здесь и храм, здесь и башни. Хорошо, что многие здесь вещи даны с надписями. То есть просто можно смотреть, изучать. Здесь я хотел бы еще немножко оговориться и сказать, что эта экспедиция, это Ленинградское отделение Союза архитекторов СССР. Это на то время, на 1938 год, крупные, самые лучшие архитекторы Советского Союза. Это большие специалисты. Поэтому они, когда приехали, вот посмотрите здесь, вот изображения, здесь они не только зафиксировали, а сфотографировали, но они обмеряли, дали здесь полностью чертеж, да? Полностью чертеж, обмеры. А мы знаем, что обмеры – это очень тяжелое дело, это надо в сложных условиях весь объект зафиксировать его, размеры его. Вот посмотрите, храм Тхабаирды. Здесь еще много таких вот рисунков. Некоторые не такие качественные, это селение Цори. Посмотрите, какое профессиональное, сделали замеры от Тхабаирды. Да, на сегодняшний день это очень важно, так как очень важно, сегодня потому ведутся что, укрепительные с одной стороны,
можно, говорится, продумать ход и работ, исходя из этих чертежей, а с другой стороны, можно сравнить, может быть, что-то уже и не сохранилось. И поэтому вот эти вот рисунки, а это рисунки не просто человека, так сказать, это специалисты, Ученые, которым да. можно доверять, это очень четкая работа, хорошая работа, поэтому вот эти коллекции, она имеет очень большое значение. С одной стороны, имеет значение просто как посмотреть читателя, а для специалиста действительно здесь можно многое почерпнуть отсюда. Вот посмотрите, это рисунок, вот башня Вели-Аллах. И даны различные фотографии, но некоторые селения здесь не отмечены. Вот. Ну, думаю, сегодня не проблема определить. Не проблема, да, это специалисты посмотрят. В основном здесь есть надписи, поэтому... Даже фрагменты экспедиции, да? Посмотреть, да, здесь изображены. Я их покажу, потому что это очень должно быть интересно. Ну, может быть, зрителю это будет просто как возможность просто насладиться, посмотреть. А для специалистов я больше рассчитываю на специалистов, которые могут извлечь отсюда для себя какие-то полезные вещи. Ну, здесь мы видим большей частью, вот здесь Хаба-Ерды, Эрзи, вот эти вот объекты, где здесь и Лейми. Это вот что связано с данной экспедицией. С данной экспедицией. На этом наши поиски не прекратились. Мы продолжали работу. И в результате работы мы нашли еще, как бы сказать, очень большое собрание документов. И среди них есть путеводитель. Он считается утерянным российской истории, так сказать, о нем не знают. И вот мы обнаружили его. Вот это начало этой работы. Эта экспедиция, это отчет. Это путеводитель, но одновременно это отчет. Насколько мы знаем, мы из публикаций, есть указание, что данный материал отсутствует, он как бы утерян. Вот мы сейчас как бы хотим сказать, что он не потерян, он есть в полном сборе, так сказать. Вот мы его полностью скопировали, вот, и собираемся издавать. А помимо этих фотографий, есть еще фотографии. Вот посмотрите, это все та же экспедиция, но, к сожалению, эти фотографии даны в форме вот таких вот маленьких, так бы сказать, фотографий. Они хоть и маленькие, но все-таки довольно-таки четкие. Можно посмотреть, можно разбрать. Причем здесь памятники не только Ингушетии, но и соседних республик. И вот этих фотографий здесь очень много. Сделали копии. Это тоже своего рода визуальный материал и для зрителей, так сказать, и для жителей, которые хотели бы узнать, вот, в каком виде были памятники материальной культуры вот на 1938 год. Это очень важно. Почему? Потому что мы знаем, что многие памятники в период депортации, многие даже, может быть, и не сохранились, как некоторые, я имею в виду. Но в любом случае, у нас полностью весь материал мы представляем впервые. Мы до сих пор этот материал вообще не показывали. И достаточно много. Это очень большая коллекция. Здесь очень много фотографий. Но, да, они вот даже пронумерованы все. Да, частью даже они где-то не совсем, может быть, качественные, но в любом случае есть возможность посмотреть и увидеть. Эта работа будет продолжаться. Мы пытаемся найти остальные материалы. Вот такая вкратце, значит, у нас история, связанная вот как раз с работой в 2015 году в архиве литературы и искусства в Санкт-Петербурге. А где вы продолжили свою работу? Мы продолжаем, конечно, продолжаем. Это мы держим в поле зрения. И хотел еще показать, сказать, вот еще материал. Вот этот материал, это очень большой фонд. Это художник в 1928 году. Он был у нас здесь, в Ингушетии. Это, значит, рисунки. Вот кому принадлежат работы? Автором является Каплун. Адриан Каплун, это художник в 20-х годах, в 28-м. Это как раз период, который предшествовал вот той экспедиции 1938 года, за 10 лет. И здесь, возможно, тоже... Да, вот там даже подписано, да? Да, здесь они все подписаны. Фурток. Вот. И здесь, посмотрите, вот домашний, так сказать, уют, домашняя обстановка. Это селение Фуртовок. А вот смотрите, вот Мецхал.
рисунок. Но тут в основном графические работы, Графически, да. Но это хоть и графика, с одной стороны, это как бы мы, больше нравится, может быть, фотографии, но даже эта графика, здесь все-таки много очень познавательного в этой графике. Такие вот рисунки, мы считаем, что это тоже большая удача для архивиста, потому что найти такое количество в одном собрании. А известно, за какой период все эти работы? Вот видно, везде написано 28 Все они 1928 года. Он как раз приехал, видимо, сразу видно, что человек работал, потому что он не сколько отдыхал, наверное, а сколько, вот смотрите, сколько зарисовок сделал. Вот это Харп, это селение Матеевых. Вот такие вот рисунки, их довольно много. Это не все получаются? Не все, это все вот из собрания. Да. Ну, показали мы не все, потому что это нужно много времени, чтобы их разглядывать. Здесь я еще хотел бы отметить нашу работу. Мы о ней как-то говорили в свое время. К столетию ингушской государственности мы за 5 лет еще до этого обращались в музей архитектуры имени Щусева, где мы знали, что хранятся материалы, фотографии башенной культуры Ингушетии. Я почему об этом говорю, хотел бы как раз поблагодарить и музей архитектуры имени Щусева. Когда мы объяснили, для чего мы собираемся сканировать вот эти фотографии, а их довольно большое количество, там где-то более 200 фотографий, то руководство музея пошло нам навстречу. И вот все эти фотографии были даны нам бесплатно, дар республики. Обычно мы в этих учреждениях, согласно там расценкам, мы покупаем копии. В отдельном случае здесь вот такое большое количество нам было передано в дар. Это очень большой поступок. Это ценный подарок, благородный поступок, да. И мы, конечно, благодарны им. Потом, значит, была работа в другом архиве. Мы отработали там тоже пошли, помогли нам во всей работе. У меня получилась такая вот как бы накладка, что нужно было оплатить стоимость работ, стоимость этих фотографий. Тоже большое количество было. Но я рассчитывал, что я смогу это оплатить, но думал, что это не скоро будет. Но оказалось так, что счет был подготовлен в течение недели. И я оказался в такой ситуации, что я не мог оплатить. Поэтому я поделился со своим товарищем своей проблемой. Говорю, я вот только приехал из Москвы, а сейчас нужно там более 100 тысяч оплатить за работу, за эти фотографии. Я просто поделился, я даже без всякого, так сказать. А на второй день мне этот товарищ звонит и говорит, эта сумма у тебя сегодня будет. Вот. И оказалось, что это Цароевы, Тайсум и Микаил, узнав о том, что мы берем материалы по истории ингушского народа, мне передали, и мы быстро оплатили, и тут же получили материалы. Поэтому вот я хочу бы также поблагодарить и тех ребят, которые помогли, потому что здесь в нашей работе бывают затруднения определенного характера, вот с точки зрения финансовой. И вот хорошо, что есть люди, и люди неравнодушные которые к своей там истории, в архивах да. работают, которые идут навстречу, и те люди, которые понимают, для чего это делается. Вот. Поэтому мы благодарны, мы благодарим, и получается, что мы делаем эту работу, опираясь на добрых людей, на патриотов своего народа. И поэтому, как говорится, работать нетрудно, когда видишь поддержку людей. Да. Вот. И вот, говоря вот еще о находках, хотел бы здесь показать, вот смотрите, это фотография селения Эрзии. Это очень хорошая фотография. Это 1940 год. Она опубликована в зарубежном издании, но написано «Дагестан». Но любой человек, который посмотрит, сразу определит, что это селение Эрзии. Вот. Причем очень хорошего качества. Вот у нас еще одна фотография. Это фотография Башира Далгата. Нам эту фотографию подарила дочь Уздият Баширна Далгат. Вот. И потом здесь в находках, вот смотрите, это рисунок Щеблыкина.
Это вовнушки. Да, Щеплыкин, это 20-е годы. Посмотрите, вот фотографии. Здесь потом есть вот безымянный рисунок. Очень красивая Ингушская работа. башня. Вот. Такая же башня, вот еще один рисунок. Смотрите, еще один рисунок. Вот посмотрите, экспедиция 1928 год, как раз это из музея Щусева. А вот посмотрите, вот тут мы даем с надписью, это 20-е годы, 20-е годы Селение 20 Фуртов. века, да. И вот очень интересный памятник. Ну, я его не видел сам сейчас, это 30-е годы, 20-е годы. Вот это рядом с селением Фуртово. И также здесь, вот смотрите, фотографии, ну вот здесь склепы, да. Вот то немногое, что мы хотели сегодня показать. Хочу сказать, что это далеко не все. Конечно, мы могли бы показать собрания, которые мы выявляли и в других городах, в Сибири, там, в других местах. Вот. И поэтому стоит большая задача. Ну, с одной стороны, мы, как вы вот говорили в прошлых передачах, пытаемся проведя выставки, показать эти материалы. Но показать это хорошо, конечно, но все-таки я думаю, что нужно публиковать в сборниках. Причем фотографии при публикации требуют хорошего издания, но именно на хорошей бумаге. Вот, то есть это должно быть какое-то достаточно дорогое, может быть, издание. Вот, поэтому есть такая вот задача. А планируется ли в ближайшее время вот публикация подобного сборника? Мы поместили многие фотографии в свои издания, но когда мы готовим сборники, то мы даем тексты в основном, ну и чуть-чуть даем фотографии. Вот. А я сейчас говорю о том, чтобы вообще выпустить какой-то крупный альбом, ну, хорошо, так сказать, поработать, чтобы, как бы сказать, там есть где-то какие-то шероховатости на фотографиях, ну, исправить там, подправить там это все, почистить, так называется это, и издать. Потому что со временем нам придется еще выезжать, еще смотреть, но чтобы хотя бы зафиксировать в книгах, в изданиях тот материал, который мы уже имеем на руках, и радовать жителей и республики, и гостей. Ну, мы видим то, что вами проделана огромная работа, и она продолжается. Мы желаем вам успехов. Спасибо. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа.